Гордись не знанием верхушек, а знанием корней. Сегодня мы находимся на улице, названной в честь выдающегося российского академика и языковеда, путешественника и историка. Человека, которого по праву считают одним из основоположников осетиноведения. А ты знаешь, кто такой Андрей Михайлович Шогрин? Андрей Михайлович родился в конце XVIII века в семье сапожника. Способности мальчика к языкам и наукам проявились очень рано. В 8 лет он не только бегло читал, но и знал наизусть весь катехизис. Впоследствии, став академиком Российской академии наук, он много занимался филологией и этнографией финских и кавказских народов России. В экспедиции на Кавказе Шогрин пробыл 2 года. За это время он побывал в разных районах Осетии. Это позволило ему глубоко изучить осетинский язык. Успехи были настолько ощутимые, что он смело заявлял: «Я наконец овладел достаточно солидной базой, чтобы издать что-либо серьезное. Собственно, я уже подготовил в общих чертах осетинский алфавит на основе русского». Алфавит, которым мы сегодня пользуемся, алфавит осетинского языка, это фактически алфавит, созданный Шогрином, который впоследствии был в определенной степени доработан владикавказским епископом Иосифом Чепеговским, в определенной степени был усовершенствован в незначительной степени Всеволодом Миллером, Коста Фитогором. Но основа, ядро этого алфавита были созданы именно Андреем Михайловичем Шогриным. По результатам научной экспедиции на Кавказе Андрей Михайлович опубликовал на русском и немецком языках осетинскую грамматику с кратким словарем осетино-российским и российско-осетинским. Многие грамматические термины, предложенные Шогрином в середине XIX века, используются в осетинской филологии до сих пор. Своим подвижническим трудом Шогрин вернул осетинам письменную традицию и книжное знание. С именем этого удивительного человека связано начало новой эпохи в истории культуры осетинского народа.